Доброе время суток. Я Александр Фаран, ученик 10 класса, и, тема моего доклада — брендинг. Потенциал, перспективы развития философии на примере у Солданского района. В наше время, когда сфера услуг и товаров просто перенасыщена компаниями, которые конкурируют между собой, должен быть конкурентоспособным. Чтобы быть конкурентоспособным в данной сфере, должен иметь хорошую маркетинговую кампанию. И одним из самых мощных инструментов маркетингового хода является бренд. Бренд можно использовать по-разному. Оно влияет как и негативно, так и положительно. Но работает ли оно в наших якутских реалиях? Применим ли вообще их истории, этот опыт работы западных и американских историй компаний? Их можно увидеть цели, задачи, но я так скажу, сравнительный анализ бренда в условиях Якутии еще не проводился в связи с отсутствием самостоятельных рекламных агентств по брендингу. То есть мы хотим сказать, что понятие бренда особо еще не распространился по Якутии. Практическое значение нашего проекта в том, что изучив влияние бренда в наших якутских реалиях, наши собственные компании смогут даже выйти на мировой уровень, ведь уже есть многолетний опыт всяких компаний, как Coca-Cola или Nike и тому подобное. Мы сможем использовать данный опыт работы. И я хочу вам сказать о таком человеке, как Эдвард Бернейс. Он был одним из крупнейших специалистов по пиар и брендингу. Именно если бы не он, наш современный мир бы не был современным миром. Именно он придумал продавать не сам товар, а эмоции от товара. Он просто объединил психологию человека и рекламные уловки. Этот человек, именно можно сказать, он прародитель таких вещей, как реклама, нативная реклама и бренд. Как работает брендинг? Каждый бренд обладает определенными атрибутами, бренд-атрибут. Как я уже говорил ранее, бренд может повлиять на выбор потребителя, как и положительной стороны, так и с отрицательной. Все зависит от самой компании. На кружке – это идея о успешном бизнесе из книги «На кружке Нир и Аля». Основная идея книги заключается в том, что чтобы создать успешный продукт на рынке, нужно создавать привычку у потенциальных покупателей. То есть первое действие – это покупка. Это покупка товара, и потом идет денежное вознаграждение. Вот идет денежное вознаграждение. На самом деле это можно по-разному конвертировать. Это, скорее всего, это будет награда, либо успешный опыт с этим товаром, эмоции, полученные от этого товара и так далее. Инвестиция – это когда ты уже закладываешь у себя в голове, что это очень хороший продукт, и ты будешь его покупать в дальнейшем. И потом идет триггер, например, та же самая Coca-Cola. Вот ты ее купил, попробовал, всем понравилась твоей компании, и тебе, и ты такой: в следующий раз на празднике тоже покупаю колу. И вот приходит праздник на носу, и вот у тебя срабатывает триггер. Триггер срабатывает, и ты уже на автоматизме покупаешь колу. Мы все так думаем, серьезно. Даже я у себя это замечал. Это также можно вообще... Вот этот круг, спираль, можно использовать у разных компаний. То же самое с индрайвером. Нам понадобилось такси, все, сработал триггер, и мы заказываем такси через индрайвер. Работа с ассоциациями при брендинге. Из различных информационных ссылок по рейтингу продаваемости среди потребителей вопросы мы выбрали наименование брендов. Для выбора используют следующие критерии. Наиболее известны среди гимназистов старших классов, наиболее известны учителям Мировской гимназии и периодично рекламируем в СМИ, то есть наиболее повторяющиеся, и практическая значимость, то есть насколько часто пользуются этим брендом. Здесь вы можете увидеть таблицу результатов.
И они доказывают в прямом смысле нашу гипотезу о том, что ассоциации и бренд работают в наших реалиях. Можете тут знакомиться. Тут Coca-Cola на первых местах стоит, Google, Apple. Google, Apple и InDriver. Вот здесь вот тут тоже таблица подтвержденной ассоциации у населения. И, как я уже говорил, тот же Coca-Cola, который сделал очень давно очень гениальную рекламу, праздник к нам приходит, он до сих пор у нас есть в голове, он создал у нас ассоциацию, то есть триггер о том, что к празднику нужно покупать Coca-Colу. И вот наша практическая значимость. Мы хотим сделать буклет, в котором будут все начинающие советы и истории мировых компаний, то, как они пришли к успеху для начинающих предпринимателей, чтобы им было проще начать свою карьеру, чтобы им проще было развивать свой бренд. В заключение хочется сказать, что таким образом мы сумели достичь цели исследования. Выдвинутая нами в начале исследования гипотеза подтвердилась. То есть ассоциации работают, у людей они есть. То есть у 67% из 100, это больше половины. Вы представьте, что будет, и к тому же в Якутии она только появилась, а уже у большей половины. То есть в будущем будет еще даже больше цифры. И традиционный брендинг уже прочно вошел в арсенал современных маркетологов и топ-менеджеров компаний, интернет-брендингу по всему миру. То есть это есть якутские компании, тоже Хату-Ас или Мюрреас начнет активно эксплуатировать бренд как маркетинговую уловку, то этим брендом могут даже выйти на мировой уровень. Вот тут использована литература. Спасибо за внимание.